действительно, сегодня время требует, чтобы депутаты всех уровней, и в частности депутаты Якутской городской думы и народные депутаты Государственного собрания ЛТУМН работали вместе, в тесной связке. Только тогда, наверное, можно действительно решить какие-то вопросы, которые помогут жить нашим горожанам лучше, комфортнее, город более будет благоустроенным. А сегодня мы собрались именно обсуждать наказы в этом году, чтобы реализовать наши наказы, наказы избирателей и обсуждать, формировать наказы будущему главы города Якутска. Это немножко новый формат будет, потому что мы в тесном связи все равно работаем с народными депутатами Госсобрания ЛТУМН. И мы все-таки хотели объединить наши силы, чтобы реализовать наши планы. Ну, по поводу нашего округа хочу сказать, что действительно, мне кажется, в городе Якутске он самый активный округ. И в силу тех мероприятий, которые проходили в прошлом году, в 2020-м, это 75-летие Победы и так далее, все наши знаковые места, это и площадь Победы, Солдат Туймады, набережная Романа Дмитриева, это такие места в городе Якутске, скажем, овеянные славой. Вот. И это тоже налагает отпечаток на наших избирателей. Они очень активные и всегда с радостью идут на контакт. В любых случаях, если это какая-то проблема, если нужно кого-то поддержать, либо там нужно отметить действительно достойных, мы всегда вместе. Хочу, кроме этого, отметить, что у нас в округе очень активные школы, педагогические коллективы, родительские сообщества. Это и 33-я школа, школа АИК, там в новом микрорайоне 203-м, 21-я школа. Наши общественные места – это 3D-библиотека, библиотека новая, цифровая в 203-м микрорайоне, школа искусств в 203-м, которая располагалась раньше на радиоцентре. Это была детская музыкальная школа, в которую я сама закончила. И была это большая радость, когда я узнала, что именно новая музыкальная школа в 203-м микрорайоне, туда переедет вот наша старая школа из радиоцентра. Кроме этого, хотелось бы отметить наш ветеранский совет. В нашем округе располагается совет ветеранов всего города, в том числе есть совет ветеранов Губинского округа. Надежда Прохоровна Баишева, она бессменный руководитель совета ветеранов, теперь она является заместителем городского совета ветеранов. Вот как мы сегодня услышали, есть большое желание создать дом ветеранов. Дом ветеранов, я понимаю, в нынешнем прочтении, это центр активного долголетия, где наши ветераны могли бы общаться, могли бы развиваться, приобретать какие-то новые навыки, заводить себе новых друзей, товарищей и, конечно же, вместе отдыхать и общаться. Самое главное в этом возрасте, конечно, общение. Вот, кстати, создание Дома ветеранов отражено было и в моей предвыборной программе. Поэтому я, чтобы выполнить свои предвыборные обещания, конечно, должна и обязана сделать все, чтобы такой дом ветеранов не только в нашем округе, но и в нашем городе появился. Но кроме этого еще хочу отметить, что жители очень активно выступают не только на общественных мероприятиях, но и когда дело касается вопросов благоустройства, создания комфортной городской среды. Год здоровья – это же не просто лозунг, это не просто набор каких-то мероприятий, это то, что должно коснуться каждого горожанина, либо в плане профилактики заболеваний, либо в получении качественной медицинской помощи, либо в получении, опять-таки, качественной реабилитации после тех или иных перенесенных заболеваний. Этот вопрос сегодня остро еще стоит, потому что все помним 2020 год наш пандемически связанный с ограничениями по COVID-19, и очень многие переболевшие пациенты сейчас уже начинают быть обеспокоены теми последствиями, которые эта болезнь накладывает. И поэтому сегодня, когда мы решили провести такой отчет, скажем, с необычным форматом, держали идею проведения ярмарки здоровья.
Вот. На мой призыв, на мою просьбу откликнулась частная медицинская клиника «Аврора», и они провели буквально здесь, неподалеку от места проведения отчета, День здоровья, можно так сказать. Они презентовали на этой ярмарке здоровья Центр активного долголетия, который скоро откроется, Центр мужского и женского здоровья и, конечно, услуги своей многопрофильной клиники. Кроме этого, поддержали с автограф-сессией известная исполнительница Альбина Дегтярева Аярхан, которая сегодня своим поклонникам преподносила книги со своими автографами. Афанасий Гуринов Арчилан, тоже известный автор. Кроме этого, ООО «Горпечать» принесли, разложили свои продукции, канцтовары, прессу свежую. И участники нашего сегодняшнего отчета до начала мероприятия не скучали. Было чем заняться. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в этом замечательном зале общественного центра города Якутска у нас с вами проводится собрание общественности с депутатами Набережного избирательного округа. Сегодня здесь участвуют жители и активисты Губинского округа. Давайте поаплодируем. Активисты Промышленного округа. Активисты Центрального округа. Мы уверены, что сегодня наш диалог состоится очень плодотворным и эффективным. Мы сможем подготовиться вместе с вами в рамках Года здоровья в Республике Саха-Якутия, объявленный Айсеном Сергеевичем Николаевым, более плодотворно, чтобы в нашем городе социальная сфера, она действительно у нас процветала, и все мы чувствовали нашу жизнь в уюте и комфорте, и защищенными. Наш президиум, народный депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Христофорова Мария Николаевна, депутат Якутской городской думы Дмитриев Владислав Михайлович, заместитель председателя Совета ветеранов города Якутска Баишева Надежда Прохоровна. И скоро к нам присоединится первый заместитель председателя Якутской городской думы Евсика Евдокия Ивановна. Она как раз сейчас на себе испытывает ярмарку здоровья. Мы предлагаем наш формат начать именно с традиционной церемонии награждения тех активистов, тех общественников, которые в 2020 году, в пандемийный год, проявили особую сознательность и внесли свой огромный вклад в развитие нашего города Якутска. Поэтому под ваши аплодисменты будем приветствовать всех награждаемых, которые сегодня получат свою награду. Добрый день, дорогие друзья! Как Гульжан уже сказала, мы сегодня хотели бы отметить благодарностями наших активистов, которые в очень сложный пандемический 2020 год внесли свой вклад в общественную жизнь. Очень многие из них были волонтерами, оказывали помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И поэтому, дорогие наши гости, участники мероприятия, начинаем нашу церемонию награждения. За вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения в городе Якутске благодарствуем письмами народного депутата Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Марии Николаевны Христофоровой награждается врач-дерматовенеролог Республики Саха-Якутия, Якутский республиканский кожный венерологический диспансер Марина Александровна Сухарь. На особой передовой были наши врачи. Аплодисментами поздравляем. Награждается медицинская сестра функциональной диагностики медицинский центр Дом здоровья Любовь Петровна Карпова. Аплодисменты приветствуем наших доблестных врачей, которые действительно переживали этот год особенно тяжело, но в то же время чувствовали поддержку всех горожан. Благодарственным письмом награждается медицинская сестра отделения лучевой и функциональной диагностики медицинский центр города Якутска Ольга Петровна Сотникова. Отделение лучевой и функциональной диагностики медицинского центра города Якутска. За личный вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения награждается Любовь Климовна Аргунова, социальный педагог средней общеобразовательной школы номер 33.
за развитие и патриотическое воспитание подрастающего поколения награждается Александра Алексеевна Дмитриева, учитель истории обществознания школы номер 21. Благодарственным письмом за вклад в развитие патриотического воспитания подрастающего поколения города Якутска награждается Ярослава Ильинична Наговицына, заместитель директора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы номер 15. Благодарственным письмом награждается активистка Совета женщин Центрального округа Матрена Николаевна Аргунова. Справляется очень хорошо на оценку 5. Поэтому благодарим активистов женского движения Центрального округа. Таким же благодарственным письмом награждается Варвара Иннокентьевна Дмитриева, критик ветеранов Центрального округа, провел колоссальную работу в отношении и участников войны, и тружеников и детей войны. И воспевает, конечно же, прежде всего, привлекать внимание нашим детям. Благодарственным письмом награждается Антонина Степановна Титова, педагог, организатор детского подросткового центра. При этом мы еще с вами все прекрасно знаем, сегодня здесь и общественники, что Антонина Степановна, она у нас главный движенец женщин, состоит в Лиге женщин, сама сегодня руководит общественной жизнью женщин города Якутска. Огромная вам благодарность, Антонина Степановна. Благодарственным письмом награждается Эльвира Маратовна Бушина, председатель родительского комитета средней общеобразовательной школы номер 26. Большую работу в воспитании, в образовании детей, а также они участвуют активно, проводят рейдовую работу для того, чтобы наши дети чувствовали себя в безопасности и всегда чувствовали, что они нужны и что мы всегда рядом. Спасибо большое, Эльвира Маратовна. Благодарственным письмом награждается Людмила Владимировна Скворцова, председатель Совета ветеранов промышленного округа. Также проводит колоссальную работу в общеобразовательных учреждениях, чтобы дети знали историю своей страны и любимого города Якутска. Спасибо вам большое, Людмила Владимировна. Благодарственным письмом награждается Марьяна Алексеевна Кузьмина, председатель Лиги женщин промышленного округа. Год начала новой жизни и поздравить наших замечательных женщин-активистов. Благодарственным письмом награждается руководитель ансамбля «Ивушки» промышленного округа Тамара Михайловна Попова. Нужно было их внимание, нужна была их любовь, талант, музыка и песня. А все мы прекрасно знаем, с песней и жить, и шагать легко, преодолевать любые трудности. Спасибо вам большое. Это были благодарственные письма народного депутата Государственного собрания Ултумен Марии Николаевны Стафаровой. На наш импровизированный центр, в центр этой сцены, депутата Якутской городской думы Дмитрия Владислава Михайловича для того, чтобы продолжить церемонию вручения значимых наград для наших общественников. Грамотой награждается член Совета ветеранов Губинского округа Марфа Егоровна Егорова. У Дома ветеранов, где проживает наибольшее число ветеранов, проводилась акция «Поем двором». И вот благодаря нашим активным ветеранам эта акция состоялась. Таким же благодарственным письмом от имени Якутской городской думы награждается Мария Спиридоновна Никитина, тоже активистка ветеранского движения Губинского округа. Таким же благодарственным письмом награждается Любовь Тимофеевна Щербина, активистка ветеранского движения Губинского округа. Таким же благодарственным письмом награждается председатель Совета по культуре и искусству Губинского округа Ольга Владиславовна Голдобина, которая проводит очень много значимых культурных мероприятий. Они одни из первых в городе Якутске создали такой Совет культуры и даже создали гимн Лиги женщин. Поэтому это очень значимый совет общественности. И мы хотим пригласить женский совет Губинского округа. Я прямо сейчас фамилии буду называть. Просим целую команду выйти. Лонгину Викторию Яновну приглашаем. Сверчкову Анну Геннадьевну. Спиридонову Елену Владимировну. Чехову Екатерину Владимировну. И Сыроватскую Лидию Андреевну. Мы пригласили именно таким составом. Сегодня мы хотим вручить
почетные грамоты администрации управы Губинского округа, но Владислав Михайлович является у нас еще и председателем общественного совета Губинского округа, поэтому сегодня с удовольствием вручаются эти награды за ваш личный вклад, за развитие женского движения, за то, что вы всегда первым приходите и откликаетесь на любой призыв, чтобы творить прекрасные дела в городе Якутске. Это и благоустройство, это и спортивные направления, это и культурная жизнь в нашем городе. Спасибо вам большое. Эти хрупкие, красивые, милые женщины. Я хочу добавить, что именно благодаря им загорелись окошки 75 лет Победы. И они были инициаторами, можно сказать, теперь уже всероссийской акции «Подари подарок дворнику». Это был первый дом, который подарил телевизор дворнику. Потом их примеру последовали очень многие, не только у нас в городе Якутске, но и из других городов. Потом мне писали, что замечательную такую традицию основали. И люди, которых мы не видим, люди невидимого фронта, теперь получают внимание от своих жильцов. И это здорово. Давайте еще раз поздравим. Мне хотелось бы сказать об удивительном депутате Христофоровой Марии Николаевне. Это действительно народный депутат. Депутат, который болеет за наш любимый город и всегда доводит начатое дело до конца. У нас в школе была очень большая проблема в том плане, что школа стоит на болоте, и сваи проваливались буквально в болото. Было очень сложно найти возможности укрепить эти сваи. И Мария Николаевна с присущей ей настойчивостью, с желанием довести то, что хотелось бы довести вот до конца, она это сделала. И вместе с другими депутатами, которые нам помогали, добились того, что школа сейчас вне угрозы обвала. Поэтому я думаю, что вот таких людей нам и надо выбирать, людей настойчивых, любящих свой город и желающих сделать его по-настоящему хорошим, современным городом. У нас были проблемы в том районе, где наши дома с коллектором все время вытекало, особенно вот где ресторан Хачапури, у них жира сдерживающей установки нет, и все время от времени у нас там забивалось. И несколько раз помощник депутата Колесова Галина Николаевна приходила на наши собрания вместе. Мы приглашали предприятия, которые имеют отношение, как водоканал и представители ресторана, разбирались. Был ремонт, потому что мы очень настаивали. И Мария Николаевна писала специальное письмо на имя генерального директора водоканала. И мы, жители дома по Ярославской, там несколько домов, все очень благодарим Марию Николаевну за помощь. И надеемся, что там поменяли на трубы более широкого диаметра. Надеемся, что на много лет мы избавились от проблемы. Я бы хотел поблагодарить Марию Николаевну за помощь, которую она нам оказала в наших больших вопросах, нерешаемых, как казалось, но в итоге они оказались решены. Допустим, внутриквартальный наш коллектор 200 метров аварийный, его не меняли с 70-х годов, но с ее помощью удалось нам это все добиться вместе с жильцами и с управляющей компанией. Вот все вместе в связке мы работали, и все хорошо, классно вышло у нас. Также по Ярославского 7 у нас сейчас в процессе идет работа, у нас там аварийные крыльца, и также уже в программу капитального ремонта включена их замена, тоже благодаря Марии Николаевне Христофоровой. Надеюсь на плодотворное сотрудничество и в дальнейшем, и желаю успехов. В 2018 году в Элтумен выиграла Мария Николаевна Христофорова. И вот с того момента мы сейчас плотно работаем. Мария Николаевна проявляет заботу о своих жителях, постоянно помогает во всех вопросах, во всех обращениях.
и заботиться о здоровье своих избирателей. И часто организует такие вот медобследования через «Аврору». И мы за это ей благодарны. Прошу ваше внимание на 5 минуточек и хочу рассказать такую очень историю, которая, конечно, всех нас очень обеспокоила. Молодая семья в Верхневилюйском Улусе в селе Балаганнах, в одночасье у них сгорел дом, и многодетная семья оказались на улице. И вот они обратились, их земляки, к нам за помощью, и мы с нашими волонтерами обратились к нашим предпринимателям, и сегодня я бы хотела пригласить на сцену Николая Егоровича Отова, который откликнулся на такую беду молодой семьи и выделил сертификат на 40 тысяч рублей для приобретения строительных материалов. Сегодня, значит, от имени пострадавших принимает, значит, такой подарок Жендринская Арина Ивановна, село Балаганнах Верхневилюйского района. Я, конечно, понимаю, что мы депутаты городские, да, я понимаю, что мы люди, которые всегда готовы прийти на помощь своим избирателям, именно городским жителям, но беда не бывает чужой. И поэтому вот я сейчас хотела бы поблагодарить Николая Егоровича и попросить, чтобы он сам лично вручил представителям пострадавшей молодой семьи вот такой сертификат. Сам знаю, что такой пожар. У нас тоже был такой случай здесь, в Якутске. Вот своим землякам, Верхневилюйским, там село Балаганнахе, вот такой пожар случился. И вот хочется, чтобы чем-то им помочь. Арина Ивановна Жендринская. Убасталлах Мария Николаевна, Николай Егорович. Бу биге калгала кемгер улхан кеме күз булбуктугар. Большое спасибо от души. Бу мин биге практик болар. Эдергаллар олак сылыс таңа дия туттан кирен баланнар. Бу барды хиппитин кенниттен кухаган болан каллыни. Онуттан мин хаңыстырып уманлык баракка бардынарин. Жаманы мин теддиян олар бига туттан улахан мактан. Арина Ивановна сказала, что это семья его брата. Это они только в прошлом году построили новый дом, и вот случилась такая беда. Поэтому еще раз давайте Николая Егоровича поблагодарим. Спасибо большое. Спасибо.